Мы продолжаем спасать и вывозить. Неделя выдалась очень тяжелая. Ежедневные самолеты, накладки и даже карго на 3 собак. А почему карго? Да потому что весят они более 50 килограмм. Поэтому только через карго. Все тяжело с недавних пор, но то, что происходило с вылетом из Якутска в минус 58 на этой неделе, не передать словами. Ну вот, время 3. Отправка сейчас карго здоровых этих кракенов. Алабая, Маламута, Лобастова. Под потолок семерки переноски. Вторая вот машина заходит. Один не вывезу всех. И потом сразу утром 5, полшестого. Маленьких, наверное. Монстры. У меня спина и руки отваливаются. Коля! 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 Он всех целует тут, Коля. Вот перенос. Коленька замерз, сам в переноску залазит, в машину запрыгивает. Чтобы не носить, мы его вытащили, у меня спина отваливается. Коленька, мой мальчик. Сейчас я портфель занесу. И косточку дам тебе. Он помещение воспринимает как ППЖ. Испугался бедный. Вон волоком вместе с ковриком приехал. Пойдем, сейчас косточку дам. Пойдем, мой хороший. Пойдем, ты что испугался-то? Нет, никто тебя в ППЖ не тащит. Главное, залез сам, вылез сам, а в помещении ни в какую. Все, мой хороший? Ну вот, Коля косточку дал, ну а это надо было ноги здоровые брать. Он сейчас управится еще тут в багажном отделении. Короче, этот готов. Сейчас буду Алабая заводить. Обклеил. Все лобасенького принесли. Это последний. Он почуял, что косточки едят все. Сейчас я тебе дам. Все, управился, да? Я говорил, надо маслы брать. Что это? Косточки. К ребенку игрушка. 15 минут и нет. Все, ребята все упакованы, заскочеваны, обклеены. Лобастый. Вот лобастый, он стрессует. Косточку пока никуда. Но зато в тепле. Ух ты, монстр. Его пришлось переноской заносить, он вообще не ходит. Только на руках или лежа. Коля, все. Спать ложится, управился косточкой. Ой, счастливый. Он сейчас будет петь песни всем. Потому он и Коля Баста. А этот еще тут разбирается. Он тоже в помещении стрессанул. На улице он молодец. С косточкой он подрыкивает. Соответственно, грузчиков будет гонять. Все. Готовы. Это грузовой терминал. Вот это досмотр груза. И вот ребята на поддоне. Вот тоже. Коля. Коленька. Мы, собрав все документы, справки, ветсвидетельства, объехав все инстанции по подготовке к полету 3 больших собак, ветклиники, Меркурий, ангары по взвешиванию собак, замеры, кубические метры, сантиметры, по нескольку раз в день. Все это длилось 3 дня. Татьяна и Игорь в Якутске. Привезли на 2 машинах 3 собак, 3 большие переноски. Запаковали, зарегистрировали. И ожидание, волнение, тяжести. И отбой. Рейс откладывается до вечера. С 7 часов утра до 20 часов вечера. Туман не проходит, градус не поднимается. Ну что, группа поддержки, вы в шоке? Коленька едет домой. Коля не улетел. Мои хорошие. Коленька устал. Тут в другой машине едет Коля. Ой, устал Коля. И снова везут собак. К 20 часам снова в порт. Дубль 2.
снова запаковывают, снова на старте, нервы, напряжение. Все это очень тяжело. И снова Татьяна и Игорь. Они обморожены, спина сорвана. Лёлечка, попытка номер 2. Едем опять в Карго. Пол-8 вечера. Обещают перелет на 10 с копейками, 22. Не знаю, мы уже вторые сутки улетаем, да, Коленька? Ох ты мой хороший. Куда хочет, в тепле в машине ездить, не хочет он никуда. Кулюлёка, Кулюлёка. Коленька, мальчик мой, Коля устал уже ездить. Коленька устал. Сколько можно, говорит, улетать, залетать, прилетать. Коленька. Ты Коля хороший. И ты хороший. А тот в третьей машине, во второй машине стоит. Нету никого, приехали. Склад закрытый. Ну что за сервис? А он идет. Сказали, пришла. И опять отбой. Снова говорят, что отбой на сутки. Снова самолет не может взлететь. Следующим рейсом пробовать попытку уже нет ни у кого никаких сил. Куда деваться с собаками, с переносками? Уже вечер, почти ночь. До следующего дня дождаться. Но неужели опять везти на передержку? Ведь нет у них сил уже. Решено было ввести их в Москву через Нерюнгри. Город такой есть. На кукурузниках погрузили, не передать словами. Летели до Нерюнгри, а там снова пересадка. Пересадка на основной самолет. Пересадка, перегрузка всего груза. Длилась часов 6. Как там были собаки, как себя чувствовали, мы не знаем. На каком-то этапе мы вообще потеряли самолет из виду, потому что аэропорты не отвечали, приземлился самолет или нет, стартует он и во сколько стартует на Москву из Нерюнгри, никто не мог нам сказать. Итак, сначала мы не могли долго посадить собак на самолет, потом мы долго не могли дозвониться до аэропорта, в который должны были прилететь, приземлиться наши собаки, сделать пересадку на другой самолет. Мы были без информации. В итоге мы дозвонились до аэропорта Москвы, и нам сказали, что самолет вылетел в 9 часов вечера, и в 3 часа ночи он будет в Москве. Сколько мы пережили за это время, не передать словами. Сколько выпили валидола, валерьянки, чтобы дождаться хоть какую-то информацию. В итоге самолет приземлился в Москву в 4 часа утра. Прошли ветконтроль, проверили документы, все хорошо. В 6:30 нам выдали собак. Ужасный, тяжелый, титанический труд и тяжелая дорога была у этих собак к спасению, чтобы вылететь в Москву. И вот они в Москве. Все 3 прилетели, живы, здоровы, к 3 разным кураторам. Друзья, итак, на мое кураторство прилетел вот такой вот большой ребенок, медвежонок Томас. Он прилетел на платную передержку. Передержка 7500 в месяц. Если кто желает помочь этому ребенку на содержание его, на корм, то будем очень вам благодарны. Если кто готов подписаться на финкураторство ежемесячно до пристройства, будем тоже вам очень и очень благодарны. Спасибо всем, кто нам помогает. Томас, заходи. Пошли домой. Томас, пошли домой. Пошли, сынуля.
А чтоб собакам было в чем вылетать из Якутска, надо своевременно и регулярно отправлять из Москвы переноски, что мы и делаем регулярно. В этот момент как раз переноски закончились в Якутске, и мы спешно отправляли с пассажиром их в Якутск из Москвы. Рейс был ночной, и поэтому мы отправляли переноски с Аней с часу ночи до 5 утра. А это значит погрузить, предварительно помыв, продезинфицировав, замотав, доставили в аэропорт. Там крутили, мотали, упаковывали и отправляли. К сожалению, самолет также не долетел до Якутска. Он летел через Нерюнгри. Там пересаживали пассажиров и груз на кукурузники. Поэтому груз наш пострадал. Несколько переносок разбитые. Потому что любая перегрузка с самолета на самолет, да еще в ночное время, да еще в лютый мороз, естественно, что переноски наши пострадали. Переноски, Лариса, все разбитые. И там все шуршит, трясется. Закрыть ее невозможно, потому что замок сломан и переноска деформирована. Она не закрывается. В общем, она вся разбита. И решетка выбита. И внизу она вся полностью. Спасибо огромное Татьяне и Игорю за такую сложную отправку. Было очень тяжело, и мы это знаем. Спасибо вам огромное.